Здравствуйте, друзья! Рада вас приветствовать. И это расклад на день, на 30 ноября 2020 года. Это понедельник. День очень ответственный, скажем так, и важный, потому что понедельник, день Луны, еще и лунное затмение, да еще и в таких знаках на оси Стрелец и Близнецы, очень важные для общения, для коммуникаций, для разного рода продвижения. Это, конечно, очень-очень будет важный день, поэтому давайте посмотрим, что будет нас ждать. Кстати, на неделю тоже прогнозы уже есть на канале, на следующую, можете посмотреть. Итак, 30 ноября, отлично, карта Солнца. Так, что будет помогать? Будет помогать пятерка мечей, что будет мешать? Шестерка жезлов. Замечательные карты, лучше вообще не придумаешь. Действительно, несмотря на то, что лунное затмение, идут очень важные энергии, когда мы можем заложить свое будущее в плане личных отношений, в плане деторождения. Меняется все, что связано с карьерой, с какими-то высокими целями. Очень хорошая карта, которая нас ориентирует на оптимизм, на счастье, на радость. То есть нужно обязательно поддерживать в себе вот такой хороший настрой, высокие вибрации в течение всего дня. Карта Солнца – это у нас карта, когда мы что-то понимаем, что-то было неясно, что-то было скрыто, да, и вот все становится ясным. Мы можем сегодня решительно как-то действовать или на что-то решиться, на что давно не могли. Это карта также искренности, то есть поговорить с кем-то на чистоту, решить какой-то вопрос, который может быть в отношениях или семейного какого-то типа. Профессиональные какие-то вопросы мы можем сегодня здесь решать. Также это карта разрешения любых проблем. Если у вас действительно что-то такое вот назрело, да, то ситуация как раз проясняется, улучшается, выясняется все, что должно было быть выяснено. Также здесь может быть карта какой-то славы, да, то есть доброе имя наше здесь очень важное значение имеет. В общем, то, что мы заработали, какую репутацию, она будет влиять сегодня. Мы можем поднять свой статус сегодня, улучшить отношение к себе окружающих людей. Это вообще карта, знаете, счастья такого, удовлетворения течением дел. Ну, просто замечательный день. Может быть, вы станете светом в чьей-то жизни, поможете кому-то просветить какую-то ситуацию, улучшить. Может быть, для вас появится человек, который вашим счастьем станет. Но день просто очень удивительный. И что будет помогать? Пятерка мечей. Пятерка мечей – это карта, связанная со взаимоотношениями, особенно в паре. И здесь будет помогать все, что решает вопросы во взаимоотношениях с партнерами брачными, с партнерами по работе. Если были какие-то договоры, тоже, может быть, сегодня подписываете или раньше подписали, сегодня что-то надо изменить. Кстати, могут проявиться какие-то враги сегодня, да, или вы можете кому-то открыто вот высказать свою неприязнь. Может быть, это необходимо даже будет для кого-то сделать. Также здесь ситуация может складываться сложная в плане каких-то судов, решения юридических вопросов. Да, вы можете здесь победить, если правда на вашей стороне, но повоевать придется. Если сегодня только вы подаете заявление в суд, то придется, ну, как бы здесь много потратить сил, нервов, бумаг разных, заполнить, предоставить и так далее. Но победа все-таки будет за вами. Но здесь обязательно должна быть правда, да, на вашей стороне. Тогда вот все будет хорошо. Что будет мешать? Шестерка жезлов. То есть когда мы вот этот день, эти энергии очень важные, просто проводим, как сказать,
ну, в каком-то праздном таком состоянии, да, когда мы не решаем каких-то важных вопросов, мы думаем, что уже все сделано и ничего больше делать не надо. А шестерка жезлов – это у нас карта, знаете, прошлых успехов, то есть мы радуемся тому, что уже когда-то сделали, а нужно еще сегодня что-то важное, да, решить, а может быть заложить какое-то на будущее основание, да, может быть в профессии, может быть в отношениях, в общем, что-то начать уже сейчас делать для будущего, для того, чтобы сегодняшний день правильно прошел. Давайте посмотрим взаимоотношения. Для тех, кто в поиске партнера, здесь карта принцесса мечей выпадает. Это карта знакомства, это карта, когда мы видим человека в первый раз, он еще как бы нам очень мало знаком, да, и мы ну, лишь только налаживаем какие-то связи. Может быть, во время поездки знакомства, во время обучения какого-то. Или, может быть, здесь в сетях, через интернет знакомства. Давайте посмотрим, что ждет тех, кто уже в паре. Девятка жезлов выпадает. Но здесь ситуация такая. Скорее всего, вы будете делать какой-то очень важный выбор для вас, для вашей пары. Вообще жезлы – это у нас карта такая горячая, да, когда мы можем, допустим, даже не думая заранее об этом, да, можем как-то себя спонтанно повести, очень как-то неожиданно, да, может быть, слишком как-то горячо отстаивать свои интересы, слишком бороться за что-то. Вот девятка жезлов – это у нас карта, когда нам хочется вырваться, когда нам хочется куда-то пойти, поехать, а нам нужно, допустим, согласие нашего партнера. И вот здесь может быть какая-то сложность, да, может быть, партнер не согласен, а мы хотим во что бы то ни стало получить желаемое. И вот здесь вот может быть конфликт. Либо, может быть, партнер нам действительно здесь помогает получить то, что мы хотим, поехать куда-то, или, может быть, решить какой-то вопрос с обучением. В общем, помогает в решении любых вопросов, либо мешает, да. Для тех, кто в ссоре, что-то у меня сегодня совершенно экран темный. Так, те, кто в ссоре, восьмерка пентаклей. Ну, здесь, в принципе, ситуация, когда вы можете помириться, но только если договоритесь о каких-то условиях вашего, как бы, вашего общения, да, ваших взаимодействий. То есть здесь будет хороший результат, вы можете помириться, если только каждый из сторон выдвинет свои какие-то условия. Вот я хочу, чтобы было так, а я хочу, чтобы было так. Я согласен, и я согласен. И все, тогда будет примирение, и тогда есть возможность развивать отношения дальше. Работа для тех, кто в поиске работы сегодня. Десятка жезлов. Ну, у вас, конечно же, очень близко уже результат. Вы, скорее всего, уже на пути к тому, чтобы свою работу получить. Уже многое сделано, да, уже много вы, скорее всего, прошли вариантов. Есть у вас помощник какой-то на сегодняшний день, или, может быть, вы, допустим, увидите какую-то вакансию, которая вам понравится, да, и придете на собеседование, а там будет еще какой-то человек, и вы можете конкурировать, да, кого возьмут. Но в любом случае вы уже близко к своей цели, здесь скоро все исполнится. Для тех, кто работает, это карта служения, это карта, когда мы выполняем свои рутинные обязательства с душой, стараемся быть полезными. И здесь вот удовлетворение мы от этого испытываем, несмотря на то, что много дел, много работы. Для тех, кто своим делом зарабатывает, карта Маг. Здесь может быть очень удачная какая-то сделка коммерческая. Или может быть какой-то новый клиент, партнер может прийти новый. А также по Магу здесь ситуация инициативы. Да, что-то новое начинается, новый источник дохода принимаете. Может быть, учитесь, может быть, хотите как-то изменить свой бизнес для того, чтобы он больше приносил доходов. Может быть, хотите через интернет, допустим, работать, если у вас еще пока что стационарный какой-то бизнес, стационарное дело. Так, что еще здесь может быть важно? Может быть, у вас какая-то откроется способность или идея какая-то придет, или человек-помощник какой-то появится очень нужный. Может быть,
какая-то идея замечательная. Финансы для тех, кто на зарплате. Семерка жезлов выпадает, и карта говорит о том, что вы сегодня зависите от других людей. Вот, допустим, вы получаете сдельную оплату, да, и вот сколько у вас будет клиентов, или сколько вы людей там обзвоните, или еще как-то взаимодействуете, такая будет и зарплата. Или в коллективе, допустим, вам поручено с кем-то заниматься деятельностью, и вы, допустим, все хорошо делаете, а другой человек не очень, да, и от этого зависят ваши деньги. То есть получается так, что деньги у вас в зависимости находятся. Но в то же время по семерке жезлов вы, конечно же, получаете деньги, но здесь суть в том, что, может быть, другой человек как-то пользуется вашими деньгами, а не вкладывается в такой мере, в которой хотелось бы вам. Для тех, кто своим зарабатывает делом, жрица, верховная двоечка, да, второе направление какое-то можете открывать, или второй источник дохода открывается, или, может быть, приносит уже деньги второй источник дохода. Что-то здесь дополнительно у вас получается благодаря тому, что вы какой-то опыт новый получили, или, может быть, продолжаете учиться, стараетесь как-то вывести свое дело на новый уровень, и благодаря этому здесь может быть вот доход. Также здесь ситуация, когда вы контролируете свои финансы, и вы думаете о будущем. То есть как-то вы... В общем, сегодняшний день служит для того, чтобы в будущем у вас стало больше финансов. Здоровье. Для здоровья выпадает карта Луна. Эта карта очень эмоциональная, и, конечно же, здесь у нас лунное затмение. Посмотрите, Солнце и Луна выпало у нас, да, лунное затмение, поэтому, конечно, мы будем все под воздействием таких эмоций, да, неустойчивое такое может быть состояние. И, конечно же, здесь может из-за этого как бы все остальное страдать, да, то есть психосоматика, это вот прежде всего по этой карте идет. Неустойчивое какое-то состояние психологическое, трудно приспосабливаться, трудно себя понять. Ну и, конечно же, здесь особо будут женщины, да, подвержены вот этим состояниям. Давайте посмотрим итог дня. Итог дня десятка пентаклей. Ну, замечательная карта полноты всего. То есть, если вы действительно сегодня вкладывались в этот день, да, то действительно будете удовлетворение испытывать. Это карта денежная, когда обязательно вы сегодня какой-то доход получаете или выгоду. Причем здесь, посмотрите, здесь пара, да, то есть не обязательно это ваши деньги, это может быть кто-то вам их дает, или кто-то дарит подарки, может быть, от кого-то зависит ваше благосостояние. И вот эти люди, они как бы с удовольствием рядом с вами находятся, они с удовольствием вам помогают, вы сами тоже заботитесь о других людях. В принципе, десятка пентаклей – это карта исполнения желаний, это карта наследства очень часто, да, но наследство это не в прямом даже, может быть, значении, а в переносном, то есть наследство как передача чего-то такого нам, что мы сами, может быть, не заработали, да, то есть, ну, как подарки какие-то от других людей, внимание, забота, денежные какие-то могут быть добавки в наш бюджет и так далее. Может быть, решение каких-то вопросов, связанных с домом, с недвижимостью, с родителями, с семьей. А может быть, вечером какое-то торжество будет, когда вы собираетесь за одним столом, решаете какие-то важные вопросы. В принципе, день очень хороший. Можно использовать его по полной для того, чтобы решить какие-то важные вопросы. Желаю всем замечательного дня. Смотрите, пожалуйста, видео на год, на 2021, на следующую неделю. Оставляйте свои комментарии, если что-то у вас сбывается или затрагивает как-то вашу тему. Всего вам доброго, до новых встреч!